2 ножевых ранения, скорая помощь, полиция, взволнованные жители. На почве внезапно возникших личных неприязных отношений. Летний вечер у соседей по комнате получился нескучным. 10 лет лишения свободы грозит жительнице Альметьевска. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Эти носки как живые, потому что вяжут их с особой любовью. 3 отправки груза из Бавлов мобилизованным уже состоялись. Какие вещи требуются солдатам регулярно? Жизнь на сцене. Хорошо было. Актеру Татарского драматического театра Камилю Валиеву в этом году исполнилось 80 лет. Это новости Юго-Востока Татарстана. В студии Рената Столярова. Здравствуйте. 10 лет лишения свободы грозит жительнице Альметьевска. Нескучным у нее с соседом выдался один из летних вечеров. 2 ножевых ранения, скорая помощь, полиция, взволнованные жители общежития. Уголовный кодекс квалифицирует действия женщины как 111-ю статью «Нанесение тяжких телесных повреждений». Дело рассмотрели в городском суде. На процессе побывал наш корреспондент. На почве внезапно возникших личных неприязных отношений. С этих слов обычно начинается фабула происшествия, а впоследствии и уголовного дела. Как правило, где-то рядом в протоколе есть слова «во время совместного распития спиртных напитков». Имеются они и в этом случае. Держа в правой руке нож и применив его как предмет, используемый в качестве оружия, нанесла им один удар в спину, второй удар под левый бок. Веселый летний вечер в одной из комнат общежития на улице Пушкина дошел до поножовщины из-за не вовремя вставленного комментария хозяина жилища. По данным участковых, последние 2 года обстановка в этом доме контролируемая, а самые частые жалобы – правонарушения и преступления на бытовой почве. Я меня попросил, хорошо, начал меня смотреть, что я это не так делаю, то не так делаю. Я это слушаю, не вытерпела, повернулась. Взяла нож. 2 удара привели к колотым ранам спины и повреждениям брюшной полости. Уголовный кодекс называет это тяжкими телесными повреждениями, а нож – предметом, который использовали в качестве оружия. Все вместе это 111 статья, часть 2, пункт З Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Одним из свидетелей в деле выступает сожитель подсудимый. Втроем они проживали в одной комнате. И что во время совершения преступления, что после он спал. Все, кто туда приходил после данного происшествия, никто из вас, вот видя, что вы спали, никто вас не разбудил, никто вас не потревожил, не поинтересовался, что вы там делаете? Нет? Подсудимая и до этого уже 4 раза привлекалась к ответственности за похожие преступления. По статистике суда, женщины на скамье подсудимых гости в принципе нечастые. Тем более, когда речь идет о насильственных преступлениях. Из общего числа уголовных дел, которые давно перевалило за 1000, 90 заведены в отношении прекрасных дам. Что касается статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, то с начала года рассмотрено 5 уголовных дел, по которым вынесено решение. В этом году, по сравнению с предыдущими годами, у нас увеличение количества дел, когда на скамье подсудимых именно вот женщины оказываются. Обвинение и защита просят суд обратить внимание на смягчающие обстоятельства. Первое, подсудимая сама вызвала скорую для пострадавшего. Второе, она единственный человек, который ухаживал за пожилым потерпевшим. Сам он о себе позаботиться не в состоянии. Чтобы дать женщине подготовиться к последнему слову, суд отложил слушание до 14 ноября. Тимур Туманов, новости Юго-Востока. Около 70 нарушений выявили сотрудники Бавлинской госавтоинспекции за время проведения операции «Ремень безопасности». С 31 октября по 9 ноября инспекторы провели на дорогах специальные рейды. В одном из них приняла участие наша съемочная группа. Во время рейдов сотрудники госавтоинспекции особое внимание уделяли пресечению правонарушений, связанных с использованием ремня безопасности. Случаев нарушения этого важного правила среди водителей за последнее время сократилось, но все еще остаются те, кто пренебрегает им. Задача инспекторов ДПС – убедить автомобилистов в необходимости пользоваться ремнями безопасности. Я обязательно пристегиваюсь и всем рекомендую, чтобы пристегивались, потому что это безопасность наша. Пассажиров вожу редко, а так пристегиваюсь всегда. Так вот авария была.
Мы попали, перевернулись 4 раза. Меня спас ремень безопасности. Обязательно для безопасности нужен. Сотрудники госавтоинспекции утверждают, соблюдение правил дорожного движения может спасти жизнь себе и другим людям. Если применить ремень безопасности, то уменьшится риск гибели и получения травм при ДТП. Для водителя и пассажира переднего сидения на 50%. Для тех, кто сидит на заднем сиденье, 25%. При опрокидывании пристегнутым ремнем безопасности повышается шанс выживания в 5 раз. Автоинспекторы во время рейда призывали всех водителей соблюдать правила дорожного движения и пожелали безопасных дорог. Айгуль Идиатуллина, Булат Минязов, новости Юго-Востока. Накануне в молодежном центре работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поздравили с профессиональным праздником. Несмотря на то, что в этом году он выпал на 2 воскресенье октября, наградить передовиков хозяйств решили по окончании сезонных полевых работ. По итогам уборки объем намолоченного хлеба по району 105 тысяч тонн. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 32 центнера с гектара. Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов поздравил аграриев и вручил им награды. Общество Васильевское. Благодарность Кабинета министров получил начальник управления сельского хозяйства и продовольствия района Фанис Шарафиев. Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства Республики и денежную премию вручили консультанту управления Софии Халиуллиной, доярке хозяйства Кичучата Лии Рахматуллиной и механизатору Ильшату Фазлиеву, механизатору АО имени Токарликова Николаю Яковлеву, главному механику Альметьевского молочного комбината Анатолию Тузилову. С 1 октября Бавлах возобновила работу движения «Ярдем Янеше» – «Помощь рядом», которая осуществляет сбор гуманитарной помощи для мобилизованных и оказывает поддержку их семьям. 3 отправки груза уже состоялись. Какие вещи требуются солдатам регулярно, узнавала Айгуль Идиатуллина. Администратор Народного театра Лейла Гафиатуллина принесла 11 пар носков. Их связали представительницы организации «Аккалфак», Народного театра, Клуба здорового образа жизни «Здравушка» и Совета ветеранов. Ранее мы уже передали 37 пар. В ближайшее время еще свяжем. К этой работе женщины подключились с большим желанием. Эти носки как живые, потому что вяжут их с особой любовью, с самыми искренними пожеланиями, чтобы наши ребята были живы, здоровы и поскорее вернулись. Все вещи, которые собираются в пункте сбора, сортируются и раскладываются по коробкам. В этом благом деле активно участвует добровольческое движение Бавлинского района. Всего насчитывается более 100 волонтеров. Люди приходят, приносят всякие средства личной гигиены, да, антисептики приносят, жаропонижающие приносят, жгуты, шприцы, приносят салфетки влажные. Кроме сбора вещей от школьников в штаб поступают письма с трогательными словами поддержки и рисунками. Все письма также складываются в коробки для передачи до своих адресатов, мобилизованных ребят. Сейчас в штабе готовят очередную партию коробок для отправки. Бавлинцы хотят поддержать земляков и приносят теплые вещи и продукты. Шапки, носки, куртки, термобелье, чай, макароны, тушенку и крупы. Сам лично уже 3 раза ездил. Последний раз ездил был в субботу. С мобилизованными ребятами со всеми я разговаривал, как и в Казани Экспо, как и на полигоне на Танковом. То есть есть большая потребность. Это, конечно же, вот такие вещи, как наколенники, подлокотники, вот, карабины. Соответственно, вот такие вещи. Теплых вещей, собственно говоря, они там обеспечены. Единственное, что очень много нужно, это такие вещи, расходники, перчатки, там, носки. Кроме гуманитарной помощи мобилизованным оказывается и поддержка и их семьям. Волонтеры помогают выполнять семьям текущие домашние дела и оказывают другую помощь бытового характера. Также родным мобилизованных оказывается и психологическая поддержка. Штаб на базе отдела по делам молодежи работает без выходных и продолжает принимать гуманитарную помощь. В списке особо необходимых товаров на данный момент медикаменты, медицинские жгуты, фонарики и спальные мешки. Еще нужны перчатки, носки и резиновые сапоги. Айгуль Идиатуллина, Булат Минязов, новости Юго-Востока. Заинская делегация навестила мобилизованных в Казани. Сейчас они проходят учебную подготовку. Бойцам привезли гуманитарную помощь от земляков. Что получили бойцы в сюжете Елены Мавриной. Следующий кто? Делегация Заинского района посетила учебный полигон и Казань-Экспо, где проходят учебную подготовку мобилизованные из нашего района. В составе делегации председатель Совета ветеранов Алексей Алексеев и заместитель главы Заинского района Петр Уразайкин. От всех жителей нашего муниципального района я передаю вам пламенный привет. Вот. Мы привезли вам небольшие подарки. Сейчас вы получите.
Представители района выслушали пожелания бойцов и ответили на все вопросы. Нашим мужчинам передали бензопилы, генераторы, предметы первой необходимости, одежду и многое другое. В первую очередь отправляется то, что просят сами бойцы. Свой вклад вносят администрации, предприятия района, общественные организации, неравнодушные жители. Мобилизованные передали слова благодарности всем за помощь и поддержку. Хочу передать своим землякам большое спасибо за эту поддержку, которую мы очень ценим. Что еще сказать? Мы вас очень всех любим, уважаем, так что большое вам спасибо, что не забывайте про нас. Так что все будет хорошо. Хотим сказать благодарность нашему муниципальному району и всем жителям города Заинска, те, кто нам помогает, в нас верит. Мы все за вас. И бабушке спасибо за варежки. В ближайшее время делегация от Заинского района вновь навестит наших бойцов. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Юго-Востока. Вы можете не только смотреть новости по телевизору, но и читать их в газете. Подпишитесь на «Знамя труда» Эльметан Нары. Сделать это можно в почтовых отделениях или в редакции с любого месяца. По почтовой подписке издания будут доставлять прямо к вам домой. При оформлении подписки в редакции цена на нее ниже, а газету нужно забирать самостоятельно. На периодику можно подписаться и не выходя из дома. Для этого нужно отсканировать QR-код, который вы видите на своих экранах. А еще таким простым способом можно сделать подарок близким, подписав их на любимые издания. Подписаться можно и на оставшиеся месяцы этого года, и на первое полугодие следующего. Телефон для справок 32 59 81. Еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте almetisk-ru.ru. Делитесь и вы с нами интересными новостями, пишите о радостных событиях и сообщайте о проблемах. Сделать это можно по номеру WhatsApp и через соцсети. Мы продолжаем выпуск, и вот о чем расскажем далее. Устроили праздник. В день азербайджанского флага представители лениногорской общины «Берлик» привезли угощения для детей из детского дома. Жизнь на сцене. Актеру Татарского драматического театра Камилю Валиеву в этом году исполнилось 80 лет. Азербайджанская диаспора навестила воспитанников Лениногорского детского дома с благотворительной миссией. Поводом для визита стала значимая для народа дата – День азербайджанского флага. Своим маленьким друзьям гости принесли подарки – фрукты, соки и сладости. Азербайджанская диаспора «Берлик» Лениногорского района привезла воспитанникам детского дома фрукты, соки и сладости. Представители национально-культурной автономии во главе с ее руководителем Рамизом Мамедовым здесь частые гости. Каждое мероприятие в детском доме не обходится без их угощений. Азербайджанская диаспора решила поделиться своей радостью и провести благотворительную акцию в День азербайджанского флага. Это значимый праздник для азербайджанского народа. Наша историческая родина – это Азербайджан. А мы сами живем здесь, в России. Наша родина – Россия. Рамис Мамедов пожелал ребятам здоровья, вырасти достойными людьми и найти свое место в жизни. Он заверил, что представители азербайджанской диаспоры всегда будут поддерживать воспитанников. В благодарность дети подготовили для гостей программу, в ходе которой продемонстрировали свои знания об Азербайджане, его истории, национальной символике, в частности, о значении азербайджанского флага. Красный подчеркивает демократию в республике. Зеленый – превосходство ислама. Восьмиконечная звезда – это 8 букв слова «Азербайджан» на арабском языке. Дети рассказывали стихи об Азербайджане, исполняли патриотические песни. Юные представители азербайджанской диаспоры подготовили стихотворение на родном языке. Yaşa vatan çok yaşa, yaraşır zafer sana, algış min kere algış, zafere bəxş edene. Большим сюрпризом стала развлекательная программа с аниматорами. Они с увлечением выполняли задания героев и от души веселились. С любопытством и удивлением смотрели фокусы. Вау, Маргарита, покажи всем! В финале праздника началась волшебная феерия мыльных пузырей. Все желающие ребята смогли оказаться внутри огромного мыльного пузыря и загадать желание. Дети еще долго делились впечатлениями от праздника и благодарили гостей. Мне больше всего понравилось шоу мыльных пузырей. Дети с восторгом
принимали участие в этой программе. Они не только организовали мероприятия для наших детей, но и принесли очень много сладостей, угощений. В завершении руководитель азербайджанской диаспоры Рамис Мамедов подарил детскому дому книгу. В ней рассказывается о вкладе Азербайджана в победу над фашизмом во времена Великой Отечественной войны. Наталья Лакомкина, Николай Орехов. Новости Юго-Востока. Бенефис заслуженного артиста РСФСР и народного артиста Татарской ССР Камиля Валиева прошел в Альметьевском драматическом театре 10 ноября. В этот вечер зрителям представили спектакль «Земля Эльзы» на татарском языке. Юбиляр Камиль Валиев выступил в одной из главных ролей. Артисту в этом году исполнилось 80 лет. О жизни, настоящей любви и благодарных зрителях смотрите в сюжете. Камиля Валиева публика встречает тепло. В спектакле «Земля Эльзы» он играет 72-летнего Василия Игнатьевича, вдовца и учителя географии в прошлом. Судьба знакомит его со вдовой Эльзой, которой 76 лет. Ее жизнь была тяжелой. Она родилась в провинции семье русских немцев, которые прошли через ужасы войны, репрессий и ссылок. Перед зрителями героиня раскрывается в беседах с Василием Игнатьевичем. Эльза несчастливо вышла замуж и провела десятки лет в нелюбви и грубости мужа. Женщина всю жизнь трудилась на благо семьи и дома, забыв о своих мечтах. Встретив Василия Игнатьевича после смерти супруга, героиня поняла, она просто хотела любви, которая всегда, как ей казалось, наступит когда-то потом. И это потом, наконец, наступило. Сцены робких свиданий раскрывают светлую влюбленность двух пожилых людей. Но это чувство за пределами их уютного сада сталкивается с непониманием. Пара решает продать свои дома и уехать далеко к морю. Дочь Эльзы, Ольга, считает новые отношения матери предательством памяти отца. Осуждают и окружающие. Сердца героев не выдерживают. Они воссоединяются, но уже в ином мире. Это любимый спектакль зрительницы Амины Мифтаховой, которая посещает Альметьевский татарский драматический театр вот уже 25 лет. Имя актера Камиля Валиева ей хорошо знакомо. Вот мы ему желаем, чтобы он дольше прожил и принес очень много интересных ролей для наших любителей театра. Здоровья ему, благополучие самое главное. А самое главное – здоровье человеку. Здоровье будет, все остальное будет. Народный артист Татарской ССР Камиль Валиев отдал сцене Альметьевского татарского драмтеатра почти 60 лет. С 1997 по 2004 годы работал режиссером. На его творческом счету десятки ролей, но с одинаковой силой и убежденностью он играет как положительных, так и отрицательных героев. Юбиляру была присуждена медаль ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Актера поздравили представители исполкома города, друзья и коллектив театра. Рената Столярова, Динар Мингазов. Новости Юго-Востока. Сегодня пятница, это значит, что вышел свежий номер газеты «Знамя труда». Главный герой выпуска – пчеловод из села Добромыш. Он отправил военнослужащим уже 300 килограммов меда. О благотворителе рассказала Арина Сафина. Мобилизованный депутат из Альметьевского района поделился на страницах газеты, с каким настроением отправился на службу. А супруга одного из бойцов дала ценные советы боевым подругам. Также читатели ожидают историю Гузели Идрисовой, жизнелюбивой пенсионерки, которая в 62 года села за руль, а в 70 вышла замуж и начала танцевать. Кроссворды, новости, литературная страница – все это можно найти в новом номере. А в свежем выпуске газеты «Эльмет Нары» основной темой стал День полиции. Резида Исмагилова подготовила статью о работе дежурной части отдела МВД России по Альметьевскому району. Она же рассказала, как в нашем городе проходит подготовка дорог к зиме. Также читатели ожидают знакомства с интересной и разносторонней личностью. Фандас Хабиров из Сулеева более 40 лет преподает физкультуру, а помимо педагогики занимается фермерским хозяйством. А еще в новом номере «Эльмета Нары» размещены материалы о помощи мобилизованным и их семьям, студентах политехнического техникума, поощренных за работу в студотрядах, и советы специалиста по профилактике сахарного диабета. Спартакиада школьников в Альметьевске продолжилась соревнованиями по баскетболу. На спортивной площадке гимназии Адемнар прошел финал лиги КС Баскет. Кто завоевал путевку на дивизионный этап, смотрите в материале.
На площадке гимназии «Адемнар» проходит муниципальный этап школьной баскетбольной лиги КС «Баскет». За путевку в финал соревнуются ученики 4 и 21 школ. На первых минутах тайма команда бело-синих забивает первый мяч, заработав 2 очка. Но в следующую атаку соперника срывает игрок под номером 14. Перехват, пас и счет уже 2-2. Команда второго лицея, которую тренирует Сергей Самойлов, добралась до финального этапа в 8 сильнейших, но в финал не прошла. Несмотря на поражение, баскетболистки решили до конца понаблюдать за игрой соперниц. Их тренер занимается с командами юношей и девушек, поэтому в совершенстве знает, и к тем, и к другим нужны разные подходы. У юношей самая главная проблема – это как-то нивелировать их самомнение, потому что они все знают, во всем разбираются. С девочками сложнее в том плане, что у них может какая-то маленькая деталь может повлиять на игру. Допустим, кто-то, ей не сказал «доброе утро», и она может уже опустить руки. Но, по словам тренера, у команд финалисток таких проблем нет, потому что подготовка у них безупречная. Назиля Гатауллина – тяжелый форвард и центровой игрок. Опускать руки точно не в ее характере. На площадке она идет в лобовую атаку на соперника и прикрывает своих. Победа – это дело техники, считает девушка, если команда собрана и сыграна как надо. От командной игры как раз-таки, если все позиции в команде есть, то успех обеспечен. Она начинала играть в волейбол, но игра под сеткой не увлекла ее так, как баскетбол. Он стал и хобби, и отдыхом, и новым стремлением. Хобби, которое очень нравится. Баскетбол – это мой отдых. Тренер команды Ирина Кульчеева, несмотря на то, что сменила место работы с 4 школы на гимназию «Адемнар», продолжает заниматься со своими девчонками. Прогнозов на исход соревнований Ирина не делает, говорит, что все соперники достойны и игра идет на высоком уровне. Девочки пришли вовремя в 4-5 классе, они азы баскетбола получили. Если есть эта грамотность в игре, то и получается выигрывать и забивать больше, чем соперники, и делать тактические элементы, которые получаются идеально. Поэтому я считаю, если тренировать команду, результат он обязательно будет. В финальный этап попали 8 школьных команд из 4 зон. Бронзовыми призерами стали спортсменки 21 школы. Серебро отвоевали баскетболистки 5-й гимназии. И бесспорный лидер прошлых лет, команда 4-й школы, снова подтвердила свое звание победительницы. Катерина Машинцева, Динар Мингазов, новости Юго-Востока. День призывника отметили в Заинске. Встреча прошла в политехническом колледже. О том, как проходит осенний призыв и что думают об армии сами студенты, в следующем сюжете. Евгений Давыдов, студент 4-го курса Заинского политехнического колледжа, направление монтаж и эксплуатация промышленного оборудования. На следующий год получит диплом. Призовут в армию или нет, пока не знает, но уже сейчас готов служить в вооруженных силах. В нашем случае, в нашем положении это обязательная обязанность человека. Я даже поступил на категорию С в ДОСАВ, чтобы меня сразу забрали по моей специальности в армию. На мероприятие, приуроченное к Всемирному дню призывника, Евгений пришел вместе со студентами своего колледжа. Большинство из ребят скоро в армию, так что встреча с представителями военных профессий оказалась кстати. Тем более среди студентов бегать от армии никто не собирается. Наши прадеды и отцы, они все защищают нашу родину. И благодаря им мы живем с мирным небом над головой. И обязанность каждого мужчины, я думаю, тоже так же для своих детей, матерей, жен, также защищать свою страну, родину. Перед будущими призывниками выступил военный комиссар Заинского района Айрат Аглимзянов. Он рассказал, как проходит осенний призыв 2022 года и что ждет призывников следующего года. Есть приказ министра обороны, где указано, что солдаты, то есть военнослужащие срочной службы, специальной военной операции участвовать не будут. Будущих призывников призвали равняться на тех, кто в армии уже сегодня, а тем более примеры есть. Тех, кого я тренировал в свое время, учились в моих патриотических клубах карате. Многие просто сделали шаг. Поступили в университет, отучились год и пошли служить. Сказали просто: я хочу со сверстниками. В завершении встречи ребята смогли задать интересующие вопросы. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Юго-Востока. Это все новости на сегодня. Еще больше есть на нашем сайте almetivsk-ru.ru. Также подписывайтесь на телеграм-канал ЮВТ-24, чтобы узнавать о событиях оперативно, где бы вы ни находились. Написать нам можно в соцсетях и по мессенджеру WhatsApp. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.